Это новости экономики, в студии Иван Лазаренко. Москва и Абу-Даби подписали несколько документов о сотрудничестве в области энергетики и инвестиций во время визита российской делегации во главе с президентом России Владимиром Путиным в Объединенные Арабские Эмираты. Стороны подписали меморандум о взаимопонимании между Минэнерго России и Министерством энергетики и промышленности Объединенных Арабских Эмиратов по сотрудничеству в сфере энергетики. Также был подписан меморандум о взаимопонимании между госкорпорацией «Росатом» и корпорацией по атомной энергии Объединенных Арабских Эмиратов о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях. Между «Лукойлом» и национальной нефтяной компанией Абу-Даби подписано концессионное соглашение по газовому месторождению Гаша. Центробанк реабилитировал 187 финансистов, исключив их из черных списков, в которых значится 7,5 тысяч человек, следует из статистики, которую опубликовал регулятор. В эти списки попадают лица, чью деловую репутацию Центробанк счел неудовлетворительной, в частности, акционеры и топ-менеджеры, которые своей деятельностью нанесли ущерб банку или финансовой организации. Всего с начала действия механизма реабилитации с января прошлого года заявление на восстановление деловой репутации подали 485 банкиров и финансистов. 175 заявителям регулятор отказал, 74 жалобы оставил без рассмотрения из-за несоответствия установленным требованиям. Остальные по состоянию на 1 октября либо еще рассматривались, либо были возвращены из-за отсутствия сведений о бизнесмене в базе данных. В последние 2 года доля россиян, которые позитивно относятся к неформальному сектору занятости и считают теневую экономику полезной для страны, существенно возросла. К такому выводу пришли эксперты Института общественных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы. По данным проведенного исследования, в 2017 году позитивно относились к оплате услуг и работ по принципу «из рук в руки» 50% опрошенных, а в 2019 году уже почти 73%. По данным Росстата, каждый 5-й работающий россиянин занят в теневой экономике. Во втором квартале 2019 года этот показатель вырос на 1,5 миллиона человек и достигнув 15,25 миллиона. Это без учета мелких подработок. Как отмечают в Федеральной налоговой службе, в Россию уходят от налогов с помощью серых зарплат не только мелкие и средние компании, но и крупные, с числом работников более 2500 человек. Объем серых зарплат в России достиг 10 триллионов рублей в год. Большинство граждан винят в существовании таких выплат государство. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий отмену плановых проверок при осуществлении федерального государственного контроля в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов. Согласно действующим нормам, Росрыболовство уполномочено проводить плановые проверки, внеплановые проверки, а также рейдовые осмотры. Действующая система организации проведения плановых проверок позволяет подконтрольным субъектам, заранее предупрежденным о сроках проведения плановых проверок, скрыть от должностных лиц, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия, многие совершаемые нарушения обязательных требований в сфере сохранения водных ресурсов и среды их обитания, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Кабмин ссылается на статистику за прошлый год, которая свидетельствует о более высокой эффективности внеплановых контрольных мероприятий. В среднем на 2 плановые проверки приходится одно выявленное нарушение законодательства, в то же время как на одно рейдовое мероприятие приходится одно выявленное нарушение. МВД предложило продавать госномера при регистрации автомобиля через платформу госуслуг. Планируется, что субъекты могут получить право увеличивать или уменьшать базовую пошлину, исходя из особенностей, и определить объем серий, которые могут вызывать повышенный интерес граждан. И опять же делать это все через единый портал госуслуг. При этом, согласно предложению МВД, на портале можно будет организовать выбор так называемых красивых номеров и любых других. Отмечается, что покупка номеров через госуслуги будет наиболее удобной и безопасно для покупателя. Необходимо обеспечить возможность покупки требуемого номера любому человеку, а не тому, кто прибежал быстро и скупил все, отметили в ведомстве. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.